В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как осуществляется в регионе поддержка малого и среднего бизнеса по линии Фонда развития промышленности. Гость у нас в студии Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Петр Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о результатах деятельности микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства Республики за 2023 год. За 2023 год фонд проработал по 3 направлениям деятельности. Это у нас первое – выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Второе направление деятельности – это у нас предоставление поручительства нашим предпринимателям, когда они в банках уже обращаются за большими суммами. И третье направление у нас имеется фонд развития промышленности. Выдаем от 5 до 50 миллионов предпринимателям, которые работают в сфере обрабатывающей промышленности. По итогам 2023 года по всем 3 направлениям мы достигли установленных показателей. Если коротко рассказать о микрозаймах, мы смогли выдать 538 миллионов рублей предпринимателям в количестве 246 предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства. По поручительству мы выдали на 1 миллиард 348 тысяч рублей, миллионов рублей в количестве 246 предпринимателей. При этом 246 предпринимателей с банков смогли, благодаря поручительству фонда, привлечь 3 миллиарда 398 миллионов рублей. Это колоссальная сумма, таких показателей в нашем фонде еще не было как мера господдержки нашим предпринимателям. По фонду промышленности мы смогли выдать 104 миллиона займов 5 субъектам обрабатывающей промышленности предпринимателям. И выдали количество 7 грантов нашим предпринимателям в качестве поддержки по линии Минпромторга Российской Федерации. Как развивалась программа микрофинансирования за последние 3 года и какие новые продукты были реализованы? Вообще, я в фонде работаю уже как раз 3 года, и за эти 3 года мы смогли полностью поменять нашу продуктовую линейку по микрозаймам. За 3 года, если взять динамику, мы развиваемся с каждым годом больше оказываем поддержку нашим субъектам малого и среднего предпринимательства. Если взять по микрозаймам, за последние 3 года мы выдаем больше 400 миллионов ежегодно. За 2022 год, когда мы получили докапитализацию от правительства Республики Саха-Якутия, могли вообще выдать 1 миллиард рублей нашим субъектам малого и среднего предпринимательства. По поручительству у нас рост колоссальный. Мы выдаем и поручительство, при этом наши предприниматели смогли привлечь первый год, например, свыше миллиарда. В прошлом году было 2 миллиарда 300 смогли привлечь с финансовых структур. И в этом году 3 миллиарда 398 миллионов. Хорошие показатели. По фонду промышленности работаем 2-й год, поэтому только направление развивается. Я очень надеюсь, что это будет тоже один из лучших направлений поддержки бизнеса по обрабатывающей сфере. А как развивается гарантийная деятельность? По гарантийной деятельности 3 года тому назад, когда я вступил в должность, был убыток по гарантийной деятельности в размере 85 миллионов. Мы за эти 3 года смогли не только восстановить эти 85 миллионов за счет прибыли, но и смогли еще сверху 40 миллионов докапитализировать, увеличить так называемый гарантийный капитал. Тем самым мы увеличиваем лимиты нашим субъектам малого и среднего предпринимательства, больше стали предоставлять поручительства, смогли заключить соглашение о партнерстве, о предоставлении поручительства со всеми финансовыми структурами, кооперативами, даже с Фондом развития предпринимательства города Якутска. А расскажите немного подробнее про фонд промышленности, что на сегодня уже сделано? Фонд промышленности мы наделены были в ноябре 2021 года. Фонд вообще занимается предоставлением иных займов от 5 до 50 миллионов, ставка до 3% годовых на покупку оборудования. Это федеральные денежные средства. Кого мы поддерживаем? Там входят предприниматели всех уровней, малый, средний, крупный.
которые занимаются именно обрабатывающей промышленностью. Это вот лесопереработка, ювелирное производство, легкая промышленность. Туда не входит пищевая промышленность, потому что они поддерживаются по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Помимо этого, за счет федеральных денежных средств мы поддерживаем, грантовая поддержка имеется, это возмещение оплаченных процентов, до 90% мы возмещаем нашим предпринимателям. Кроме того, по линии Министерства промышленности и геологии мы смогли получить 4 миллиона рублей на выдачу грантов, это вот как раз возмещение процентов. И по линии Министерства Дальнего Востока и Арктики мы получили в прошлом году 19 миллионов 900 тысяч по ТОРу патриотическому. Это те предприниматели, которые на сегодняшний день свои товары направляли в зону СВО. Мы им возместили постройку цеха, это машиностроение. Компания «Саходрон» у нас получила возмещение, чтобы летательные аппараты делать. Ну и компания «Сахафильтр», которые тоже активно заключили контракты с Минобороны, да, и направляют свои продукции туда. Они в размере 19 миллионов 900 тысяч получили от нас поддержку. А как же воспользоваться поддержкой фонда в развитии предпринимательства? Ну, развитие предпринимательства вообще фондом можно воспользоваться 3 способами. Мы в прошлом году переехали в новый офис Орджоникидзе 50, здание Норхауса, 2-й этаж. Можно физически подойти, получить консультацию по микрозаймам, получить консультацию по предоставлению поручительства и получить консультацию по фонду промышленности. Помимо этого, мы заключили, уже 3-й год активно работаем центром «Мой бизнес», который расположен во всех районах Республики Саха-Якутия. По агентскому договору там же наши предприниматели получают консультацию, там же сдают документы, там же они могут даже подписать все договоры, сделки, которые происходят с фондом. Благодаря центру «Мой бизнес» мы смогли охватить больше предпринимателей районов. Если по микрозайму взять, 52% предпринимателей, которые получают у нас меру господдержки в виде микрозайма, составляют предприниматели с районов. А по гарантийной деятельности у нас 48,7% предпринимателей тоже приходится с районов. Поэтому вот это направление нам сильно помогает. Ну и 3-е направление, как можно с нами связаться, через сайт зайти, найти почту fondsahainbox.ru. Собирается пакет документов, архивируется и отправляется на электронную почту. Наши специалисты обрабатывают, что не хватает, уже направляется нашим предпринимателям, ну и обрабатывается. Вот в 3 направлениях мы работаем с нашими предпринимателями. Расскажите, пожалуйста, о мерах поддержки для начинающих предпринимателей. По мерам начинающих предпринимателей за последние 2 года оно сильно развивается. Если взять 2023 год, мы смогли 63 нашим начинающим предпринимателям выдать микрозаймы. Это в денежном выражении где-то 74 миллиона 484 тысячи рублей мы смогли выдать микрозаймов на развитие бизнеса. Что странно, что на сегодняшний день их показатели платежеспособности очень хорошие. На сегодняшний день по закону начинающие предприниматели — это предприниматели, которые зарегистрированы до 2 лет, все включаются в начинающие предприниматели. Создан специальный продукт, поддержка «Старт» называется. Этот продукт сейчас уже запущен и в 2024 году. Мы должны по показателям где-то 120 нашим предпринимателям, начинающим предпринимателям предоставить микрозаймы. Продукт у нас до 2 миллионов, ставка у нас до 8% годовых, срок до 3 лет. Там по обеспечению есть тоже нюансы. До 500 можно без обеспечения, а свыше уже там предоставить и поручительство, и где-то движимое, недвижимое имущество. То есть этот продукт на самом деле в республике хорошо выстрелил и в прошлом году, и я уверен, что в этом году мы тоже эти планы выполним и поддержим наших предпринимателей, именно начинающих. А по каким конкретно направлениям вы оказываете такую поддержку, и кто именно может, чтобы какой был предприниматель? 209-й федеральный закон нас не ограничивает. Мы поддерживаем практически всех предпринимателей, которые входят
в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот реестр ведет у нас Федеральная налоговая служба, это по микрозаймам и по поручительству. Любые сферы, если взять по микрозаймам, 4 топ-сфер, которые у нас на сегодняшний день пользуются. Это у нас стройка, это у нас торговля, это у нас производство, ну и 4 замыкает у нас услуга. Если взять по поручительству, то топ-3, да, это тоже торговля, стройка и производство. По обрабатывающей промышленности там направление одно, раздел С, АКВД должен быть. Это вот предприниматели, которые этими сферами занимаются. И также на развитие туризма, да, возможно? На развитие туризма есть отдельный продукт. Там на самом деле мы даже предоставляем индивидуальные графики, исходя из сезонности нашей республики Саха-Якутия. Да. Она у нас климат очень колоссальный, можно так сказать. Этот продукт у нас приоритетный, то есть мы выдаем до 5 миллионов, до 3 лет. Ставка у нас там максимальная 7% годовых. Минимальная может быть достигнуть 5% годовых. Ну и давайте в конце нашего разговора расскажите о планах на ближайшие. Ну, у нас какие планы? Максимально помочь нашим предпринимателям, придумать для них инструменты для развития, конкретно финансовые. Поэтому мы партнеримся и с кредитными учреждениями, и с финансовыми организациями, придумываем для них продукты, которые им легко бы получилось получить в виде микрозайма, поручительства, подстраиваемся под их требования на сегодняшний день. Жизнь быстро меняется, и как мера господдержки мы тоже должны меняться очень быстро. Если так взять по чрезвычайным ситуациям, да, мы в доме торговли, например, специальный продукт сделали с горевшим предпринимателем. На Ленина 3/1 тоже пожар был, тоже мы специальный продукт сделали, практически многим помогли. Ну и, наверное, сейчас будем помогать и Намскому району, да, вот наши все предприниматели уже с администрацией района тесно связываемся, портфель отправили, какой размер портфеля и кто пострадал. Должны получить информацию и, конечно же, придумаем продукт и поможем на восстановление. Ну что ж, спасибо большое, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. А я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.